Эш юрли, я нарад добрара, иксельми, бойговат халахра. Край Вурнарский, щедрая земля, край Вурнарский, родина моя. Нет на свете уголка милей, земляки приносят славу ей. Мы гордимся земляками! В 1929 году в Вурнарском районе в деревне Корцовки был образован колхоз имени Сталина, который прославился на весь Советский Союз своими трудовыми успехами. Иосиф Виссарионович Сталин дважды прислал телеграмму всем колхозникам с благодарностью. Указом Президиума Верховного Совета СССР звание Героев социалистического труда присвоено 13 лучших хлеборобов Кольцовки. Медаль за бой, медаль за труд, из одного металла льют. На трудовые подвиги вдохновлял своих сельчан председатель колхоза Сергей Ксенофонтович Коротков, уроженец Кольцовки, служил в Красной армии, работал на железной дороге. Затем был председателем Кольцовского сельсовета, позднее заместителем председателя Совнаркома Чувашской АССР. В 1945 году принял руководство колхозом имени Сталина. Дважды удостоен звания Героя социалистического труда. В 1948 году за высокий урожай пшеницы и в 1961 году за высокий урожай кукурузы и успехи в развитии животноводства. Награжден орденами и медалями. В 1948 году звание Героя социалистического труда удостоено еще 4 человека. Среди них 2 брата – Василий Данилович Ашанин и Александр Данилович Ашанин. Василий Данилович Ашанин работал бригадиром полеводческой бригады. Получил звание Героя социалистического труда за большие урожаи сельскохозяйственных культур. Александр Данилович Ашанин получил звание Героя социалистического труда за большие урожаи зерновых культур. Елизавета Ефимовна Ерошина. В 1947 году звено Елизаветы Ефимовны Ерошиной получило невиданный урожай пшеницы – 30 центнеров с гектара. За такие большие урожаи указом Президиума Верховного Совета СССР Елизавета Ефимовна Ерошина достойна звания Героя социалистического труда. Татьяна Федоровна Елдырева достойна звания Героя социалистического труда за большие урожаи сельскохозяйственных культур. В 1949 году за высокие производственные показатели, за получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур, звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот» присвоено Ивану Тимофеевичу Пронькину. Иван Тимофеевич Пронькин работал трактористом, бригадиром тракторной бригады Вурнарской МТС, участник Великой Отечественной войны, награжден 2 орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени, медалями. В 1950 году за высокие производственные показатели сельскохозяйственных зерновых культур звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот» удостоены супруги Соканины. Иван Степанович Соканин работал трактористом, бригадиром полеводческой бригады колхоза имени Ленина, участник Великой Отечественной войны, награжден 2 орденами Ленина Отечественной войны 2-й степени, медалями. Валентина Михайловна Соканина работала полеводом, бригадиром полеводческой бригады колхоза имени Ленина, награждена орденом Ленина, медалями. Указом Президиума Верховного Совета СССР от года за высокие производственные показатели, за получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур, звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот» присвоено Валентине Тимофеевне Попковой, Николаю Яковлевичу Михейкину, Петру Прокопьевичу Пупину, Николаю Семеновичу Сурову. В 1950 году высокого звания Героя социалистического труда были удостоены 6 земляков-урнарцев. Один из них – Доманин Александр Федорович. Участник Великой Отечественной войны, дважды раненый в боях лейтенант Доманин в 1945 году вернулся в родную деревню. Работал бригадиром полеводческой бригады и заведующим животноводческими фермами колхоза имени Сталина. Летом 1961 года, после смерти дважды Героя социалистического труда Короткова, был председателем колхоза имени Ленина. Проработал на этой должности до 1970
социалистического труда, вурнарцев, передовики сельского хозяйства. Почет и честь вам, хлеборобы, за ваш труд и прекрасный урожай, за то, что Родине вы дали душистый хлеба каравай. Позднее высочайшего звания Героя социалистического труда присвоено еще двум нашим землякам, педагогу и инженеру. Иван Никифорович Никифоров, уроженец Красноармейского района, участник Великой Отечественной войны, награжден орденами и медалями. С 1946 года более 30 лет работал учителем математики в Урнарской средней школе №1. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1968 года за большие заслуги в деле обучения и коммунистического воспитания присвоено звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот» Ивану Никифоровичу Никифорову. Занесен в юбилейную книгу почета Чувашии и юбилейную книгу трудовой доблести Чувашии. Урнарская средняя школа №1, вошедшая в число лучших школ России, носит имя Никифорова. Мурментьев Юрий Николаевич, передовик производства, работал аппаратчиком и наладчиком автоматических линий станков объединения «Нафимпром». Удостоен Героя социалистического труда за выполнение специального задания правительства СССР.